сожалению, я вынужден был погрузиться в эту историю, значит, хотя в этом было мало приятного. Ну, смотрите, первое. Я считаю, что нет и не может быть проблемы в самом факте работы российских специалистов на территории Абхазии. Так же, как нет и не может быть проблемы в самом факте работы абхазских специалистов на территории России. Вопрос, как они работают и что они делают. По отношению к этим конкретным политтехнологам, я считаю, что они бесспорно нарушили законодательство Абхазии. Не вызывает ни секунды сомнений. Очень жаль, но это так. Значит, при этом нарушили, на мой взгляд, не только законодательство, но и морально-этические нормы, и нормы гостеприимства. Знаете, такая вещь, когда ты в гостях, не надо путать, что можно хозяину, то нельзя гостю. И в этом смысле, будучи при всех законах кавказского гостеприимства, да, они налагают ограничения не только на хозяина, но и на гостей. Вот, к сожалению, эти россияне этого не понимали. И поэтому, на мой взгляд, раз они нарушили закон, знаете, есть вещи, которые требуют обсуждения, мы об этом говорили, дискуссии, обсуждения, а есть вещи, по которым нельзя торговаться. Вот, мы не можем дискутировать и торговаться о вопросах безопасности для России в условиях военного времени. Мы не можем ни с кем торговаться и дискутировать по поводу того, выполнять закон или не выполнять закон. Это невозможно. Тогда не будет никакого государства, да? Потому что тогда мы сами не уважаем законы своего государства, а если мы не уважаем, кто их будет уважать? Поэтому ответ здесь совершенно очевидный. Они, к сожалению, нарушили законы Абхазии, и они нарушили морально-этические нормы пребывания гостей в Абхазии. Поэтому я считаю, что меру их ответственности за нарушение закона должно определить следствие и суд, и они должны понести это наказание. А с точки зрения нарушения морально-этических норм, я согласен с выводом, который сделал президент Абхазии, о том, что эти россияне нежелательны впредь на территории Абхазии. Считаю, что это справедливо. С другой стороны, при всех их нарушениях это не может давать основания для физической расправы и самосуда. Да? Потому что то, что их на протяжении часа избивали, значит, этому не может быть никаких оправданий. Это граждане Российской Федерации. Россия всегда будет защищать своих граждан. Поэтому любой человек, который поднимет руку и применит насилие по отношению к гражданам Российской Федерации, будет нести ответственность по российскому законодательству. И думаю, что поскольку в Абхазии абсолютное большинство граждан Российской Федерации, это для жителей Абхазии не менее важно, потому что мы будем защищать так любого гражданина Российской Федерации. Поэтому абсолютно понятно, почему правоохранительные органы России среагировали и немедленно возбудили уголовное дело. У них тоже нет предмета дискуссии и обсуждения. Да? Они не имеют права действовать никак иначе. Поэтому здесь тоже меру ответственности должно определить следствие и суд. И я не вижу здесь пространства для компромиссов, дискуссий ни в первом вопросе, ни во втором вопросе. Так или иначе, конфликтные ситуации бывают. На ваш взгляд, как сделать так, чтобы эти ситуации, конфликтные моменты не отражались бы на отношениях между Россией и Абхазией? Мне кажется, что есть два правила. Да, два правила. Если нам всем научиться, это трудно, но если нам всем научиться им следовать, то мы сможем таких ситуаций избегать, потому что что важно, мне кажется, надо понимать, что поводов для таких ситуаций у нас, к сожалению, будет больше. Чем более активно мы сотрудничаем, тем больше россиян приезжает в Абхазию, тем больше граждан Абхазии приезжает в Россию, тем больше у них рабочих контактов и взаимодействия. И поскольку все живые люди, поводов будет возникать больше. И мы должны научиться к ним правильно относиться. А вот два правила, которые, мне кажется, могут работать. Первое правило – уметь ставить себя на место другого. Знаете, для того, чтобы правильно оценить, почему в Абхазии так среагировали на действия этих российских политтехнологов, мне достаточно представить обратную ситуацию, что несколько абхазских специалистов приезжают в Россию, нарушают закон, нарушают морально-этические нормы. Как бы мы к этому отнеслись? Плохо отнеслись.
Ну, честно, плохо отнеслись. Да? И у меня никаких вопросов. Ну, и понятно, что я первый бы сказал, что наши правоохранительные органы должны предпринять соответствующие меры. И, наверное, я первый бы сказал, что мы не хотим больше видеть этих граждан на территории Российской Федерации. Поэтому я и только что ответил вам, что считаю справедливым позицию руководства Абхазии по этому поводу. С другой стороны, давайте наоборот. Это всегда зеркальная должна быть история. Давайте себе представим, что любой абхаз, который приехал в Россию, нарушил законодательство и правила морально-этического поведения. Например, в пьяном виде на машине, значит, совершил нарушение дорожного движения, а потом отматерил инспектора ГАИ. Ну, такое же бывает. И, к сожалению, нередко. Да? Значит ли это, что после этого его можно избивать безнаказанно? Ну, или давайте усугублю, уж простите, да, давайте хорошо, усугублю, да, что можно избивать, но не всем, а только депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Как к этому отнесутся в Абхазии? Мне кажется, плохо отнесутся. Да? Вот как только мы научимся ставить себя на место, только по-честному, да, для самих себя, ставить себя, все вопросы исчезают. Да? Ну, просто если по совести, то они просто сразу исчезают. А второе правило, оно про то, что нам надо научиться не переносить и не масштабировать ошибки, глупость или даже преступления одного человека на весь народ и на всю страну.